Законы природы, материя, ее структура и движение – всему этому и не только научит Людмила Магомедовна. Свою жизнь с физикой женщина решила связать еще в школьные годы. Тогда ее главными наставниками были учителя, которые восхищались ее стремлением учиться и желали, чтобы в будущем она передала свои знания другим. Так и получилось. Уже на протяжении 46 лет Людмила Манкиева является одним из сильнейших учителей по физике в регионе. Я считаю, что учитель должен быть лучший, а следовательно, из лучших учеников получаются лучшие учителя. Вот. И они также меня уговаривали. Да, и не то, что они уговаривали, просто я очень хорошо разбирался в этом. Когда человеку этот предмет, который он преподает, интересен самому, тогда и детям становится интересно. Единственная сложность, что физика недалеко от математики, и поэтому, чтобы хорошо ее знать, надо все-таки математику хорошо знать, особенно при решении задач, вот это все. В этом небольшая сложность бывает, но все равно те дети, у которых есть способности к этому, они развиваются. Знакомство с физикой начинается только в 7 классе, поэтому главная задача – заинтересовать школьника с первого занятия, говорит Людмила Манкиева. Она всегда преподносит материал так, чтобы ученик жаждал новых знаний, которые ему дает новый предмет. Ваши телефоны, ваши компьютеры, ваши телевизоры, ваши машины, все, что вас окружает, этот свет, электричество, все это связано с физикой. И вот оттуда это начинается детям, как ты показываешь опыты, как появляются заряды на телах, как они притягиваются, что такое, им становится это интересно. Хотя они, может быть, много раз это и по телевизору видели, но все равно, когда ты им это объясняешь, причину этого, более доступно, им это становится интересно. И становится интересен сам предмет. Людмила Манкиева считает, настоящий учитель должен давать не только знания, но и помогать ребенку вступать во взрослую жизнь, учить уважению, вечным ценностям, вкладывать нравственные понятия в своих учеников, что и делает Людмила Магомедовна с первого дня работы в школе. В акции «Учить, вдохновлять, развивать» она решила принять участие, чтобы поделиться своим методом работы и еще раз вдохновиться профессией учителя. Во-первых, надо детей любить. И надо понимать, что это дети. Не быть злопамятным. Это вот у нас как вот не человек, вот что-то тебя... Вот, бывает даже такое, что ученик тебя может даже оскорбить. Вот бывали такие вот дети сложные, из сложных семей. И вот что ты будешь на нем срывать это свое зло и будешь потом ему запоминать, это ребенок. Это нельзя. Ты должна простить ему, в душе простить. И просто, как говорится, поругал, повернулся и обращайся к нему так, как ко всем. В акции «Учить, вдохновлять, развивать» каждый может выразить своему учителю слова благодарности. Так и ученики Людмилы Манкиевой говорят ей спасибо за терпение, труд и поддержку, которые она проявляет на протяжении многих лет. Чтобы ученик понял ту или иную тему, педагог должен быть и учителем, и психологом, и наставником, кем и, собственно, является наш классный руководитель Людмила Магомедовна. Эта акция прямо про нее, потому что каждый урок она ведет с нами беседу, помогает определиться с профессией. И, конечно же, очень интересно ведет свой урок, и весь класс интересуется именно физикой. С большим уважением о Людмиле Манкиевой отзываются и коллеги. У нее могут что-то перенять не только школьники, но и учителя. Акция «Учить, вдохновлять, развивать» позволяет нам познакомиться с лучшими учителями нашей республики. И одним из таких учителей является учитель физики нашей школы Манкиева Людмила Магомедовна. Этот человек стал для меня наставником, добрым другом. Это человек, который не просто передавал свои знания, но и вдохновлял, направлял. Именно от учителя зависит образовательное будущее ребенка. Благодаря акции «Учить, вдохновлять, развивать» каждый может еще раз убедиться, какую важную роль сыграл в их жизни педагог, и сказать слова благодарности. Малика Измайлова, Хамзат Халухоев, Новости 24.